старики там, они много чего прошли в этой жизни, и на их долю выпало очень много трудностей, поэтому они даже, может быть, закаленнее вот, и моего поколения в какой-то мере, и поколения, которое идет после нас. А вот посмотрите, дети, какая проблема сейчас стоит с суицидами? Ведь мы что видим? Это же ведь страшно. Когда раньше там говорили о том, что в Америке школьники убивают друг друга, приходят в школу с оружием и начинают стрелять, просто не умещалось в голове, как это так возможно. Это что должно внутри у человека твориться, чтобы вот пойти вот на такое. А сейчас, пожалуйста, у нас происходит это в России, в Бурятии несколько случаев. Вот, почему дети выпадают то из окна, то еще откуда-то, то там погиб, то здесь. Я считаю, что это опять-таки от отсутствия систематической работы государства именно с этой категорией, именно с детьми. Потому что греха таить, сейчас и образование, и медицина, и воспитание, и культура, да, в конечном итоге вот такие столпы, на которых общество держится, его духовность, все государство от себя свою роль, так сказать, свела практически к нулю. Вот, именно по этим сферам деятельности. Поэтому, конечно, ничего хорошего ждать не приходится. Мы уже видим вот эти вот первые, это только первые ласточки. Когда из школы брали воспитательный процесс. Какой мощный был воспитательный процесс. Мы можем хаять Советский Союз, мы можем говорить, что там было плохо, было хорошо. Не важно, но там была система. Там была система, при которой дети понимали, что такое хорошо, что такое плохо. Сейчас этого нет. Сейчас главный девиз – больше денег, больше материальных благ, больше потребления и ничего взамен. Ничего взамен от себя. Вот мне хорошо, остальные пусть хоть трава не расти. Как там старики, как там дети, как там инвалиды. По большому счету это никого не волнует. Мое мнение КГ просто сразу однозначно отрицательное. Мы, я считаю, берем вот со Штатов самые плохие примеры. ИПГ, еще какие-то вещи, когда отделяем социалку от государства, от образования, ставим на автономные рельсы и говорим о том, что школа сама должна зарабатывать деньги. С медикой, с медициной, с медиками точно так же происходит. Вот эти сферы, они должны, раз они госбюджетные, они должны очень хорошо зарабатывать, люди, которые там работают, для того, чтобы общество видело, что можно спокойно заниматься, идти своим делом. Если что-то, не дай бог, с тобой случится, то государство тебя всегда поддержит.